Первый русский писатель мирового значения, общепризнанный основатель русской литературы. Великого поэта вспоминают во всем мире. Поклонники его творчества собрались и в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова. На мероприятии, посвященном Пушкинским дням, читали стихи и прозу взрослые и дети. О жизни и творчестве Пушкина рассказывали и в небольших постановках. Давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь будто на часах. И медлят поминутно спицей в твоих наморщенных руках. В праздничном цветении, словно песня, льется вечный свет. Здравствуй, Пушкин, здравствуй, добрый гений, с днем рождения, дорогой поэт! Семья Пушкиных была одной из самых образованных среди московского общества. 6 лет будущий классик учился в Царско-сельском лицее. Туда его отдали в 12-летнем возрасте. Здесь впервые узнали о его поэтическом даре. С самого момента увлечения литературой лицеиста вдохновляли еще и французские поэты. С их творчеством он познакомился в детстве, потому и первые в жизни стихи Пушкин написал на французском языке. Да и друзья называли его французом. Из года в год у нас вот как раз-таки на эти мероприятия у нас новые и новые читатели вливаются. И каждый приносит какой-то свой вклад в проведение таких мероприятий. И каждого читателя мы очень даже как-то по-своему мы их видим, восхищаемся, радуемся, что они любят читать, радуемся, что они любят творчество. Я говорю не в назидание, не как домашнее задание вас заставляли повторять. Учитесь Пушкина читать, и он вам обрести поможет, мечты, которые, быть может, уже успели потерять. По окончании лицея им были написаны стихотворения «Деревня», «Домовому», «Чаадаеву», «Ода вольность». Некоторые произведения поэта вызывали недоброжелательные отклики. Поводом для высылки Пушкина из столицы послужили его вольнолюбивые стихотворения и политические эпиграммы. Однако, благодаря хлопотам друзей, вместо Сибири Пушкина сослали на юг. Почти все лето 1820 года Пушкин прожил на Кавказе. Там и началась работа над известной поэмой «Кавказский пленник». Он стал первооткрывателем Кавказа в русской литературе. Пушкин с юных лет мечтал о путешествии на юг. Второй раз на Кавказ Пушкин отправился уже по собственному желанию. И именно здесь очень много ценителей его творчества. Первую часть Руслана Людмилы «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом». И письмо Татьяны, мое любимое письмо, в школе учила с удовольствием, рассказывала и до сих пор помню это. Сегодня на мероприятии рассказывала стихотворение «Цветок». Повесть «Капитанская дочка» стала последним произведением Пушкина. В 1837 году в предместье Петербурга состоялась дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен. Его могила объявлена национальным достоянием народов Российской Федерации. Зарайда Айдамирова, Руслан Яхяев, Луиза Юнусова. Новости.